В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о главных событиях дня. Волонтеры села Орлах Мирнинского района уже долгое время помогают защитникам Родины. Об основателе инициативы. Отопительный сезон стартовал во всех районах республики. О готовности объектов. Романтика или свалка? На территории Урдел-парка около сопки любви обнаружены груды мусора. Кто понесет наказание? Больницы, стадионы, школы и другие соцобъекты появятся во многих районах республики. В Минстрое Якутии озвучили планы на следующий год. Авиакомпания «Полярные авиалинии» присвоила имя Февронии Малгиной вертолету Ми-8. Она мать 20 детей. На Шумшу появится музей, посвященный Курильской десантной операции. Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Шумшу, один из островов северной группы Курильских островов. Легендарное героическое место, где закончилась Вторая мировая война и где десант показал невероятный пример мужества, высаживаясь в воду на глубине 2 метра при температуре воды 4 градуса с тяжелым вооружением. Отмечено, что есть идея предложить реконструкторам восстановить эти события. Также поднимали вопрос обеспечения транспортной доступности острова. Пункт отбора на военную контрактную службу в Нерингре продолжает свою работу. Он расположен по адресу улица Чурапчинская, 33, корпус 3. Все желающие могут узнать всю необходимую информацию о требованиях, об условиях военной службы и о социальных гарантиях. Напомним, что добровольцам, отправляющимся в зону СВО, полагаются все меры социальной поддержки, принятые для мобилизованных граждан и кадровых военных, в том числе и региональные выплаты. Записаться в добровольцы могут граждане старше 18 лет. Одно из основных требований – кандидат должен быть годен по состоянию здоровья. Всем необходимым для выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащих обеспечивает Министерство обороны. Ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения специальной военной операции может достигать 400 тысяч рублей. После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации выплачивается единовременная денежная выплата от 1 миллиона 600 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей от Министерства обороны, 900 тысяч рублей от Республики Саха-Якутия и 300 тысяч рублей от Нерингерского района. Для детей наших героев предусмотрены места в вузах, внеочередное зачисление в детские сады, бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Волонтерский штаб села Орлах Мирнинского района вот уже на протяжении многих месяцев помогает защитникам Родины. А начала это благородное дело Дарья Габушева. Об основателе инициативы расскажут наши коллеги. Когда появляется много свободного времени, хочется сделать еще что-то полезное, доброе, нужное. Идея помогать бойцам специальной военной операции зрела у Дарьи давно. По словам молодой женщины, все ждали, когда кто-то объявит, мол, давайте что-то делать. И в итоге решили начать плести маскировочные сети. Свое волонтерское движение назвали «Спаси и сохрани». Наши хозяюшки Мария Ивановна Мерушева, Даша Петрова, они отшивают такие вот одеяла. Угу. Вот. И такие же антитепловизорные плащи мы отшиваем. Администрация села выделила волонтерам небольшую квартиру. Ежедневно сюда приходят отзывчивые жители. По мере сил помогают волонтерам, приходят, плетут сети, приобретают на свои деньги ткани для них. На данный момент на зоне СВО находится более 30 наших ребят. Среди них есть и мобилизованные, и наши контрактники. И для них, конечно, для маленького села это, конечно, очень много. И чтобы как-то чтобы они, эти бойцы, ощутили нашу какую-то помощь. Невзирая на хлопоты, здоровье приходит в штаб и старшее поколение. Именно они первыми откликнулись на просьбу помощи и по сей день работают с утра до вечера в волонтерском штабе. От бойцов идет обратная связь. Мы недавно отправляли видео. Конечно, очень приятно, что наши сети все помогают им. И надеемся, конечно, что все когда-то закончится. Не жалея себя, просто берут заявки, отшивают, отливают. И очень им благодарна, что мы все собрались и все-таки работаем до победы.
Несмотря на то, что волонтеры поздно подключились к движению, они стараются работать быстро, чтобы наверстать упущенное. Здесь каждый понимает, что для защитников, находящихся в зоне специальной военной операции, нужна любая поддержка. Анна Васильева, Мирный. Сегодня в Санкт-Петербурге на воду спущена большая дизель-электрическая подводная лодка «Якутск» Тихоокеанского флота России. В церемонии спуска приняла участие крестная мать корабля, руководитель Якутского регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марина Бахилина. Событие имеет особое значение для республики. Это высокая честь и признание вклада якутян в укрепление силы и обороноспособности Родины. Подводные лодки относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Имеют длины 74 метра, рабочая глубина погружения до 300 метров, дальность хода до 7500 миль. Отопительный сезон стартовал во всех районах республики и городских округах. В настоящее время проводится работа по проверке готовности документов к прохождению отопительного сезона. Из 45 районов республики и городских округов на проверку представлены 34. Для того, чтобы до 15 ноября выдать паспорта готовности. Доставка топливно-энергетических ресурсов также находится на особом контроле. На текущий момент отгружено порядка 500 тысяч тонн угля, нефти, дизеля и газоконденсата. Отгрузка составляет 100%, доставлено непосредственно на место 96% от плановых цифр. Ну и по поступающей информации от муниципальных образований, от потребителей, там, где есть определенные сложности в части предоставления коммунальных услуг, это качественное теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, оперативные службы на местах в муниципальных образованиях реагируют оперативно, ну и, соответственно, устранят те недочеты, которые есть в части предоставления коммунальных услуг. Романтика или свалка. На территории Урдел-парка около сопки Любви обнаружены груды мусора. Во время рейда выяснилось, что склон сопки практически полностью завален отходами, при том, что имеются мусорные контейнеры. Более подробно о том, кто понесет наказание, узнаем в сюжете Дарьи Короленковой. Несколько дней назад общественники Народного фронта во время своего традиционного рейда обнаружили груды мусора. Живописный уголок Якутска, известный как Сопка Любви, оказался на грани экологической катастрофы. Вместо романтических видов посетители здесь встречают горы бутылок. В связи с этим силами активистов и студентов Якутского индустриального педагогического колледжа был организован субботник. Нужно беречь нашу природу и действительно показывать это молодежи, чтобы они активно это подхватывали. В каких-то, например, школах или институтах, колледжах именно есть профильные кружки, где именно посвящены экологическому вот этому, экологические проекты отдельные. Да? Частично какие-то свалки мы уберем. К сожалению, сложилось так, что маленько погода сыграла против нас, да, в данное время. Вышли небольшие осадки, но которые свалки мы зафиксировали, да, в принципе, мы их действительно добьемся именно уборки и вывезем этот мусор. Ежегодные подобные рейды организовывает и Росприроднадзор. Как рассказали эксперты, наиболее загрязненные участки в Якутске являются Хатын-Юрякское шоссе и территория Деркелаха. И несмотря на то, что проблема с мусором остается актуальной из года в год, его все же становится меньше. Несколько лет мы тоже смотрим. Количество несанкционированных свалок уменьшается. Если выявлена несанкционированная свалка, да, вот как мы ее называем, естественно, должно быть какое-то воздействие, то есть меры административного воздействия. Но есть и штрафные санкции, есть ущерб. Мы вот буквально с 3 года вот сейчас по нескольким делам судимся с некоторыми предпринимателями. Штрафные санкции их не пугают. Самое главное, что действенно, это ущерб. Ущерб может быть многомиллионный, поэтому, на наш взгляд, все-таки для предпринимателей это будет более существенно. Территория Сопки Любви, предназначенная для развития туризма и отдыха, отдана в аренду предпринимателям. Однако арендаторы обязаны поддерживать экологическое состояние участка в надлежащем виде. Народный фронт собирается направить обращение в Якутский комитет природоохраны с требованием принять меры. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск.
Профилактика безопасности дорожного движения – одно из приоритетных направлений работы госавтоинспекции. Учитывая погодные условия в Нерюнгринском районе, проходит очередной рейд, в котором отправились и наша съемочная группа. Водители учебной машины, вправо принимаем, останавливаемся. На территории Нерюнгринского района с 7 по 19 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Учебное транспортное средство». Цель – предотвращение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Направлено это все в первую очередь у нас на водителей учебных транспортных средств, как мастеров производственного обучения, так и кандидатов в водители, и лиц, которые получили водительское удостоверение относительно недавно, то есть начинающие водители. Это у нас категория граждан, которые получили водительское удостоверение менее 2 лет назад. В первую очередь у нас акцентируется внимание на выявление нарушения. Это у водителей учебных транспортных средств у нас проверяется техническое состояние транспортного средства, наличие документации, предусмотренной пунктом 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации. То есть это у нас наличие водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, страхового полиса, обязательного страхования гражданской ответственности, путевой лист и наличие действующей диагностической карты, которая подтверждает допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Стражи порядка останавливают на дорогах города автомобили с опознавательными знаками «Учебный автомобиль», проверяют техническое состояние транспортных средств и наличие соответствующей документации. Отметим, что несмотря на ухудшающиеся погодные условия, курсанты нерюнгринских автошкол чувствуют себя на дорогах весьма уверенно. Да, все нравится, отлично, не мешает, нормально все. Ну, могу чуть-чуть превысить скорость. Молодец, отлично ездить. В общем, проходит замечательно, очень интересно и познавательно. Какие-то сложности у вас возникают или все дается нормально? Ну, бывает, конечно, всякое. Бывает что-то и со сложностями, но все-таки дается. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, особенно учитывая погодные условия, скорость движения и дистанцию. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Далее представим подборку самых актуальных событий в Алданском районе. Предлагаю посмотреть. В Алданском районе продолжается реализация программы переселения из ветхого жилья. Недавно ключи от своих новых квартир получила 61 семья. Семиэтажная новостройка по адресу 1 квартал 6А стала самой высокой в городе. Она оснащена лифтом и подземной парковкой, а для каждой квартиры предусмотрена кладовка. Квартиры соответствуют всем установленным нормативам по площади, по электроснабжению и сантехническому оборудованию. 61 семья алданцев получит по программе переселения свои долгожданные квадратные метры. Дом с лифтом, дом с стоянкой, дом с административными офисами будет. А самое главное, 2 семьи участников СВО в этом доме получают квартиры не в 2025 году, как они стояли по очереди, а в 2024 году получат долгожданные квартиры. Новоселы готовятся погрузиться в хлопоты переезда и создания уюта. А совсем скоро своих жильцов примет еще одна новостройка. Буквально месяц назад заселили Мегина Кангалская 15-40 квартир, на 81 квартира на заселение ноябрь месяц по Комарова 10В. Все графики будут исполнены и все в срок будет сдано. Кадры, как известно, решают все. А для решения кадрового вопроса, который имеет место в ряде сфер, в том числе и в здравоохранении, задействуются различные механизмы. Руководством Алданской ЦРБ проводится разноплановая работа по привлечению специалистов. Так, по программе «Земский доктор» в 2023 и в 2024 годах в район прибыли соответственно 7 и 5 врачей. В целом же за 2 года в Алданскую ЦРБ были трудоустроены порядка 40 специалистов. Алданская ЦРБ ведет активную кадровую работу по привлечению специалистов на работу в нашу больницу. В прошлом году к нам приехали работать 20 специалистов, в этом году 17 специалистов. К другим темам. Какой он уголок, в котором мы живем? Ознакомиться с Алданом и узнать его историю получили возможность проживающие дома-интерната для престарелых и инвалидов поселка Ленинский. Они побывали на обзорной экскурсии по городу. Выезд был организован Управлением соцзащиты совместно с историко-краеведческим музеем. Маршрут пролег по знаковым местам. Получая впечатление и новую информацию, экскурсанты делились и своими воспоминаниями о том, каким был Алдан много лет назад.
Задаются вопросы на волнующие темы, и каждый хочет поделиться своим опытом, потому что есть коренные жители и рассказывают какие-то истории. Мы познаем, нам это тоже важно, этот опыт, потому что поколение уходит, а истории, как говорится, мы не знаем. И поэтому нам очень важна вот эта совместная работа. Сотрудники Ленинского дома-интерната и специалисты музея убеждены, взаимодействие в данном направлении продолжится, и экскурсии для проживающих будут организовываться регулярно. Проживающие, я смотрю, у нас остались все довольны. Давно у нас не было такой экскурсии, ввиду коронавируса, да, ограничительных мер. Сейчас, я думаю, это будет все в большей степени проводиться, и тогда, когда будет тепло. В Парке Победы поселка Ленинского состоялась торжественная церемония открытия памятника, установленного в честь тех, кто сегодня проявляет мужество, самоотверженность и отвагу, выполняя задачи специальной военной операции. Мемориал, посвященный участникам СВО, стал в Якутии первым. Идея его создания принадлежит инициативной группе Ленинского. Подобного рода проекты реализуются в разных городах страны. Это и вдохновило на замысел неравнодушных и активных единомышленников. С нашего республики, с нашего района много парней туда отправились, которых мы уважаем, которые показывают хорошие результаты. И вот наше уважение к ним через монумент, к живым, которые до сих пор выполняют воинский долг на территории Украины, и тем, кто погиб за мир, который нам дали деды, прадеды и которые сейчас отбивают наша российская армия. А мы переходим к новостям спорта. Завершившаяся республиканская спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования передала эстафету лыжникам и биатлонистам. На алданских трассах сборные России, Дальнего Востока, Якутии и Белоруссии традиционно начнут сезон. Учебные тренировки у спортсменов продлятся в течение месяца. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Минстрое Якутии озвучили планы по строительству социальных объектов в 2025 году. Так, в Якутии будет введено более 10 больниц. Это большие поликлиники в Амгинском, Кобяйском районах, больничные комплексы в Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском и Нижнем Бестяхе. По части спорта Татинский район готовится к играм Манчары. Здесь будет завершено строительство стадиона на 3000 человек. Также в следующем году в селе Итыкюль будет введен оснащенный спортивный комплекс. В сфере образования по улице Пирогова Якутска строится коррекционная школа номер 4 на Сергеляском шоссе Якутск, адаптивный комплекс со школой на 550 мест. Также школа на 450 мест строится в селе Намцы и Сунтар. Дворец детства откроется в городе Мирный. В следующем году будет введен дом-интернат для пожилых людей в селе Матта Мегино-Кангаласского района. Несколько соцобъектов ведут в микрорайоне Звездный. Авиакомпания «Полярные авиалинии» присвоила имя матери-героини Февронии Малгиной вертолету Ми-8. Торжественное мероприятие приурочили к Республиканскому дню матери, которое будет отмечать 20 октября. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Решение о присвоении имени Февронии Малгиной принадлежит лидеру Лиги женщин города Якутска Марине Силкиной и члену общественной организации Антонине Титовой. Впервые идея появилась в 2022 году, но из-за того, что борт был задействован в производственной деятельности, а затем был передислоцирован в Нюрбинский филиал, торжественное мероприятие откладывалось. И вот сегодня, спустя 2 года, вертолет полярных авиалиний гордо стал носить имя известной мамы. Это имя моей бабушки родной. Она присвоена в 2022 году. И решением коллектива акционерной компании «Полярные авиалинии» во главе с генеральным директором Семеном Викторовичем Винокуровым я, конечно, искренне благодарен этой компании в лице Семена Викторовича. Вертолет Ми-8, которому присвоено имя Февронии Малгиной, имеет налет более 2500 часов. Летает уже 7-й год. Выполняет жизненно важные авиарейсы между столицей республики и арктическими районами. Экипажам доставляются грузы, осуществляется перевозка пассажиров. Кроме того, воздушное судно участвует в спасательных операциях и срочных санитарных заданиях. Еще долгие годы будет приносить пользу нашему населению, выполняя
Феврония Малгина – мама 20 детей. 5 ее сыновей погибли, выполняя свой священный долг перед Родиной. Старший сын воевал на фронтах Советско-финляндской войны, а остальные 4 сыновей участвовали в Великой Отечественной войне. Вдова самостоятельно рыбачила, охотилась и шила теплую одежду для фронта. До конца своей жизни Феврония Малгина надеялась, что хотя бы один из ее сыновей остался жив. Где-то год назад мы на Совете решили ходатайствовать перед тем, чтобы одному из воздушных суден нашей республики было присвоено имя Февронии Николаевны Малгиной. Этой женщине, героине, женщине, которая потеряла на войне 5 сыновей, которая всю жизнь свою посвятила республике, нашей стране. Это вообще просто эталон матери. Феврония Малгина – мать-героиня, символ материнской любви и надежды. Присуждение ее имени вертолету – еще один шаг к увековечению ее непростой и трогательной истории. Вероника Таирская, Георгий Григорьев, Маган. Знание – сила, которая может спасать жизни. В Якутске прошел республиканский чемпионат по оказанию первой помощи среди школьников. По ее итогам выберут сильнейшую команду для участия во всероссийском этапе. Подробнее о том, как прошел чемпионат, расскажет Тимур Калмогоров. Оспорить медали чемпионата в спортивном зале школы номер 5 собрались 30 команд из 15 различных районов республики. Каждую сборную представили по 5 участников от 14 до 17 лет, которые перед соревнованиями прошли мастер-классы от экспертов Российского Красного Креста. На самом деле это было не трудно. Больше всего мне понравился тест, который мы решали. Он состоял из 30 вопросов. Практика, когда командира отделили от команды, это тоже было очень интересно и познавательно. Самое главное – это новый опыт и новые возможности в дальнейшем. Выявление победителей проходило в 3 дисциплинах – образовательная программа, тестирование и ситуационные задачи. Последний этап испытал слаженность действий и быстроту реакции участников. При распределении баллов судьи учитывали количество потраченного времени и совершенных ошибок. Конечно, в первой помощи есть такие, скажем так, подводные камни, где приходится очень глубоко вникать в сам процесс оказания первой помощи. Это и теоретическая часть, конечно же, там были очень такие непростые вопросы, которые ребята прорабатывали и, конечно же, находили правильные варианты ответов. Ну и сам алгоритм оказания первой помощи, он как бы не дается сразу же, то есть для этого нужно несколько раз отрабатывать, для того, чтобы получить прям хороший показатель при оказании первой помощи. Чемпионат реализуется в рамках всероссийского проекта «Первая помощь». Победители регионального этапа представят республику на всероссийском этапе, который состоится в ноябре текущего года в Саранске. Данное мероприятие нам необходимо не только для тех участников, которые у нас смотрят на сферу медицины и здравоохранения, но и также всем остальным участникам. То есть первая помощь, оказание первой помощи – это навык, социальный навык, который необходим каждому. Каждый должен уметь оказывать первую помощь в той или иной степени. По итогам чемпионата было выявлено 3 команды-победительницы. На первом месте оказалась команда Центра глобального образования Якутска. На втором – представители православной гимназии Мирнинского района. А 3-е место заняли участники Нервенгринского медколледжа. Тимур Калмогоров, Иван Сорокоумов, Якутск. Якутский косплеер, талантливый мастер Аял Федоров занимается созданием популярных персонажей и арт-объектов из мира фантастики и кино. Начинал он самостоятельно, а затем собрал собственную команду. Какие проекты завершены, а какие предстоит сделать, расскажет Даяна Федорова. Якутянам хорошо известны работы Аяла Федорова. Над каждым проектом работает большая команда профессионалов. Здесь задействованы и мастера, и швеи, которые создают облик всех персонажей. Самое сложное – это процесс подготовки. Это создание лекал, поиск материалов, которые наиболее подходят. Вот это и технику продумывания, техники исполнения. Потому что мы же не только просто шьем, да? Мы иногда вот технику валяния, вот, допустим, используем вот поролоны, материалы разные, какие-то вот эво-материалы, разные материалы. Поэтому мы получаем регулярно мастер-классы
Каждый объект – это не просто фигура, а целая история, которую они рассказывают через свои творения. В своем творчестве команда профессионалов активно экспериментирует с созданием арт-объектов, которые не только вдохновлены персонажами из игр, фильмов и комиксов, но и национальным колоритом. Я делаю ковш для скульптурной и ложу второй слой стекломата на тонкие слои, где протерлось, укрепляю, так сказать. Мне нравится, работаю. В настоящее время Аяла и его команда закончили работать над динозавром, который отправится в Вилюйский район, где совсем скоро свои двери откроет новый динопарк. Мы начали его делать в сентябре. Сначала у нас было там дизайн, зарисовка, потом сделали 3D-визуализацию и после этого уже приступили к работе. Работа шла где-то 3 недели. Это полноразмерный T-Rex. Но они всегда растут. Мы взяли размером где-то 3 метра высотой и в длину 8 метров. Смело можно сказать, что это объединение миров косплея и искусства в уникальные произведения, которые вдохновляют многих по всему миру. Действительно, благодаря таким талантливым якутянам о нашей республике знают и восхищаются ее талантами далеко за пределами страны. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. Такими увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.